Друзья, всем привет! Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Сегодня, 16 апреля, православные отмечают Пасху. Тренд этого года – окрашивать яйца в вине. Нужно положить яйца в вино, отварить их в вине и потом очень долго их настаивать в вине. Главное не надышаться парами вина, пока происходит окрашивание. На этой неделе Словению потрясло ужасное видео, распространившееся в ТикТоке, где девочки-подростки избивали другую девочку, пинали ее, били по лицу, оскорбляли и говорили, что сейчас ее зубы окажутся на полу, и она принесет их в пакетике домой. И за всем этим наблюдала огромная толпа сверстников. Никто не вмешивался, но, видимо, кто-то снимал и потом выложил это видео в интернет. И назвали видео «Обычный день в Целии». На видео видно, как девушка кричит на другую девушку, оскорбляет ее и угрожает ей. Из комментариев также можно было понять, что жертве всего лишь 13 лет. И что некоторые из тех, кто видел видео, позже сообщили об инциденте в полицию. Полиция сейчас разбирается с этим происшествием. Насилие со стороны сверстников может быть психологическим, физическим или комбинированным. Между тем, на сайте Главного полицейского управления можно найти дополнительные советы о том, как действовать в случае насилия между сверстниками. Насилие со стороны сверстников может быть физическим, толкание, пинание, плевание, царапание и так далее, сексуальное насилие, обзывательство, прозвища, громкие шутки, распространение сплетен, подразнивание, умышленное исключение из группы, неприятие, клевета, травля, манипулирование дружескими отношениями, унижение, непристойные жесты, шантаж. Насилие также может выражаться в форме кражи. У ребенка могут воровать деньги, одежду или другие вещи. И также может происходить онлайн-насилие. Дети на самом деле очень жестокие. Сейчас в правительстве стали очень активно обсуждать эту тему детского насилия. Призывают учителей быть очень внимательными в школе, чтобы распознавать насилие на самых-самых ранних стадиях и сообщать об этом компетентным органам. В то время, пока общественность была шокирована жестоким видео из школы Целе, в городе Есенице ученик начальной школы пришел с оружием в класс и хвастался им перед другими одноклассниками. В итоге оказалось, что оружие было не настоящим, а какой-то пластиковой игрушкой. Но даже то, что пистолет оказался игрушечным, это не освобождает людей от ответственности. В итоге на родителей наложили штраф в размере 200 евро. Еще одна новость связана со школой. 23-летняя студентка Люсьен Беатрис Кырстова, студентка магистратуры педагогики и преподавания английского языка, в настоящее время проходит двухнедельную стажировку в одной из начальных школ Марибора. Через несколько дней после начала ее стажировки в социальной сети Facebook стали появляться посты ненавистных экстремистов, которым надоела ее транссексуальность. Да, хочу добавить, что эта девушка, она является трансгендером. Она родилась мужчиной, но сейчас проходит курс по смене пола. И пока у нее еще присутствуют мужские признаки. И из-за этого она подвергается травле. Ее начали травить в Facebook, разные посты, начали поступать угрозы и начали поступать жалобы директору на то, чтобы ее отстранили от стажировки. Но директор встал на ее сторону и не согласился ее отстранять, потому что ее личная жизнь абсолютно никак не влияет на ее профессиональные качества. И ни один родитель в этой школе также не жаловался, все абсолютно толерантно отнеслись к работе трансгендерной женщины в школе. А жалобы появлялись от каких-то гомофобов, от каких-то левых людей, которым это не нравится. Девушке пришлось подать заявление в полицию, чтобы остановить эту травлю. Интересно, как бы вы отнеслись, если бы к вам в школу преподавать пришла женщина-трансгендер?
Лично от себя скажу, что я бы отнеслась абсолютно спокойно. И хочу, кстати, добавить, что Люсьен бывшая ученица, ну, скорее всего, она была учеником той же начальной школы. И некоторые учителя знают ее еще до того, как она вошла в переходный период. Ни у кого из учителей нет проблем с этим, но они часто спрашивают меня, что происходит с моим переходом, объясняет девушка. Даже в детстве у нее были характеристики и интересы, которые в социальном плане представляют женщину. То есть уже в детстве было видно, что она интересуется женскими играми. И ее поведение было женским, то есть она не была обычным каким-то парнем. Она родилась в Скопье и вместе с родителями переехала в Словению. Кстати, я не знаю, где это Скопье. В старших классах она стала одеваться и вести себя все более и более по-девичьи. В университете ее очень хорошо приняли студенты, и она никогда не подвергалась с их стороны буллингу. Надеюсь, что все наладится и страсти утихнут. Все-таки живем в демократическом государстве, и полиция здесь не сидит сложа руки и примут меры, чтобы остановить травлю в отношении трансгендерной девушки. На прошлой неделе я вам рассказывала, как медведь в Северной Италии напал и растерзал бегуна на утренней пробежке. Новость получила продолжение. Региональный административный суд итальянской провинции Трентино приостановил исполнение постановления о отстреле бурой медведицы, убившей на прошлой неделе в лесу 26-летнего бегуна. Суд принял апелляцию Лиги защиты животных, которая просила отменить постановление о отстреле медведицы. И эта медведица уже нападала на людей в 2020 году. На нее надели электронный ошейник, чтобы отслеживать ее местонахождение. Но батарейки в этом ошейнике разрядились и перестали подавать сигнал. И вот, пожалуйста, в 2023 году она опять напала на человека. Сейчас эту медведицу пытаются разыскать, но не будут ее убивать, а хотят ее посадить в тюрьму. Этой медведице 17 лет. Она является потомком двух славянских медведей, привезенных в регион Трентино из Словении в 2000 и 2001 годах. В рамках проекта ES Life Ursus. С помощью этого проекта хотели предотвратить вымирание бурых медведей в этом регионе. Хотели предотвратить вымирание медведей, а в итоге вымирают люди благодаря этим медведям. Так что, как я и говорила, в Словении очень много медведей, очень опасно ходить по лесам. И видите, Словения даже делится своими медведями с Италией, и потом эти медведи нападают на итальянцев. Так что, если вы переезжаете в Словению, то знайте, помимо клещей, здесь также очень много медведей. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!